Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости», в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. На международные автомагистрали Душанбе, Худжанд, Бустон, Чанак в эти дни сохраняется опасность схода снежных лавин. Работы по расчистке сугробов и заносов ведутся круглосуточно. Задействована современная многофункциональная снегоуборочная техника. Сегодня вновь дано разрешение на передвижение транспортных средств, за исключением машин с прицепами и фур, в направлении Душанбе-Чанак, временно приостановленное на основе совместного предписания Министерства внутренних дел и Министерства транспорта Республики Таджикистан. В настоящее время движение транспортных средств осуществляется в свободном режиме. Все подробности у моего коллеги Карима Хайдара. В эти дни сход снежных лавин на автомагистрали Душанбе-Чанак затруднил движение автотранспортных средств. На сложных участках компания Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан задействовала многофункциональную снегоуборочную технику. В кратчайшие сроки были расчищены снежные заторы и сугробы, которые образовались в результате схода около 60 малых и крупных лавин, большая часть из которых приходится на регион Варзобского района. В эти дни трасса то временно закрывается, то вновь налаживается движение автотранспортных средств. Ранее синоптики и работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан предупреждали, что в феврале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в стране прогнозировалось выпадение обильных снегопадов и схода лавин. Несмотря на сложные погодные условия, сотрудники компании АРС работают в круглосуточном режиме. Все усилия направлены на то, чтобы очистить дорогу и обеспечить движение автотранспортных средств. Автодорогу постоянно расчищают, однако наблюдается сход новых снежных лавин, которые перекрывают трассу. Необходимо воздержаться от поездок по этой автомагистрали. Работы по расчистке трассы от сугробов не останавливаются ни на минуту. В компании Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан имеется более 180 единиц дорожной эксплуатационной техники и механизмов. Для устранения последствий от схода снежных лавин и камнепадов данная компания приобрела дополнительное количество новой мощной техники. Кроме того, произведена заготовка свыше 10 тысяч кубометров противоскользящих реагентов, 260 тысяч литров топлива, 85 тонн угля и других материалов. Все эти меры приняты с целью ведения деятельности на должном и качественном уровне. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. В связи с обильными снегопадами и гололедицей на дорогах в горных районах страны затруднено движение автомашин. И в связи с этим работники Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан убедительно просят население быть осторожными, не терять бдительности и по возможности воздержаться от поездок через опасные участки автодорог, а также воздержаться от походов в горы. По данным агентства по гидрометеорологии
До 6 февраля на территории страны предусматривается выпадение осадков в виде снега в горных районах. Особенно это будет обильный снег. Поэтому в этом случае выпадение обильных осадков на территории горных районах и предгорных прогнозируется схода снежных лавин и камнепадов. Кроме того, выпадение осадков, то есть это снегопад в горных, предгорных районах, конечно, предусматривает снижение температурного фона, что по данным агентства по гидрометеорологии будет снизено от 8 до 10 градусов Цельсия. Поэтому это приведет к образованию гололеда на автодорогах. И для предотвращения несчастных случаев в виде ДТП на горных дорогах, и не только на горных дорогах, в принципе, на автомобильных трассах, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, обращаясь к гражданам, предупреждает их о том, что прежде чем выйти в путь на своих автомобильных средствах, обязательно нужно проверить еще раз, насколько они подготовлены. Кроме того, узнать о состоянии автодорог, так как основные автомагистрали нашей страны проходят через горные дороги и перевалы. И в эти дни, естественно, как мы уже сказали, из-за обильных осадков в горных районах прогнозируется сход снежных лавин и камнепадов. Во избежание несчастных случаев еще раз просим население по мере возможности воздержаться от поездок. Другим темам. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и по прогнозам медиков смертность от рака будет продолжать расти. Среди ведущих факторов риска это курение, малоподвижный образ жизни, потребление алкоголя и недостаток фруктов и овощей в рационе, а также чрезмерное использование мобильных телефонов. Специалисты отмечают, что лучшей профилактикой раковых заболеваний является здоровый образ жизни. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно 1/3 новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. К тому же до 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с таким известным канцерогеном, как табачный дым. Не секрет, что рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и по прогнозам медиков смертность от рака будет продолжать расти. В Таджикистане ежегодно число заболевших раком растет на 2–2,5%. По статистическим данным, если в 2009 году из 100 тысяч человек 133 были подвержены этой болезни, то уже в 2017 году это число составило 158 человек. Из общего числа умерших в стране 13% приходится на больных раком, и эта причина смерти занимает второе место после болезней сердца. В честь Дня борьбы с раковыми заболеваниями в Центре здоровья номер 15 города Душанбе был проведен бесплатный скрининг более 350 женщин. Из них у 24 выявлена мастопатия, 6 направлены на маммографию и 18 на УЗИ молочной железы. Отметим, ежедневно в этой поликлинике проводят 10 видов скрининга, выявляющих различные патологии и заболевания. В настоящее время болезнь все больше охватывает молодых людей, и причина этому – развитие современной техники и ее широкое использование человеком. Электромагнитные волны от современной техники наносят большой вред здоровью человека. Если мы не будем выполнять правила безопасности при использовании мобильных телефонов, то в будущем, согласно исследованиям ученых, мы будем подвержены к различным серьезным заболеваниям. Это обуславливается тем, что во время телефонного разговора на 1 градус повышается температура именно в области головного мозга. Треть случаев смерти вызвана 5 основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием. Это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя. Кстати, курение – самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака легких. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах, телевидение, Таджикистан. Мы
мы продолжаем наш выпуск. Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 10 человек. Аварийное нежилое здание обрушилось в Луксоре на юге Египта. В результате ЧП под завалами погибли 3 прохожих. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 28 человек. Ранее сообщалось о 7 погибших. По последним данным пострадали 36 человек, среди них 6 пожарных. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Пожар возник в 8-этажном здании. Район считается престижным, здесь расположены десятки посольств. В ликвидации пожара были задействованы более 200 пожарных. В качестве основной версии возгорания рассматривается криминальная. Поджог могла совершить женщина, которая проживала в доме. Подозреваемая была задержана полицией. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль. Боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Баглан. В результате нападения погибли как минимум 28 сотрудников полиции. Аналогичное нападение было совершено боевиками 29 января. Тогда погибли 6 полицейских. Ранее движение овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Правительственные войска пытаются противостоять боевикам. В Сибирь, на Дальний Восток и Урал пришли аномальные морозы. Занятия в школах отменены. Местами температура опускается даже ниже 50 градусов. Отменяют авиарейсы, не ходят междугородные автобусы, переносят массовые мероприятия. На дорогах открывают пункты обогрева для водителей. И вновь возвращаясь к местным новостям. Таджикские мастера ювелирного искусства не только сохраняют это уникальное ремесло, но и вносят современные подходы в дизайн украшений, создают ювелирные изделия, которые пользуются огромным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. И наши заргары частично применяют и оригинальные древние методы изготовления ювелирных изделий, которые придают им особую неповторимость. Как расскажет Нигора Рахимова. Ювелирное искусство – одно из ярких проявлений художественного творчества таджикского народа. В этих изделиях, как в зеркале, отражаются этнические нормы общества, социальные отношения и традиции. Сегодня, так же как и столетия назад, ремесленники не только совершенствуют свое мастерство, но и передают древнее искусство прадедов своим ученикам. Так Абдурахмон Назирматов, один из известных ювелиров страны, вдохновленный великой историей таджикского народа, прививает любовь к таинству этого удивительного ремесла своих учеников и детей. Каждый ювелир, каждый специалист, который работает в своей области, он должен изучать историю. Без истории мы никуда дальше не можем идти. Почему? Потому что даже любой ювелир, который не может рисовать, не может, допустим, преобразовывать какую-то форму, он так долго не может существовать. Поэтому для этого нужно и надо изучать и обучать других своих традиционных изделиях, которые раньше наши предки носили, используя в своих костюмах. Сам Абдурахмон Назирматов из потомственной семьи заргаров вот уже 30 лет создает поистине шедевры. Я закончил художественное училище по художественной обработке металла в Нижнем Новгороде. А по роду у нас и дед был ювелиром, занимался этим делом. Используя в своих изделиях вот этот традиционный орнамент, символику, вот этот всякий, который у нас имеется из древности, нам у таджиков есть, я использую иногда в своих изделиях. Поэтому иногда их стилизую, иногда их как-то вот смешиваю с современными такими орнаментами. Вот получается, что новые изделия и по своему роду как-то не похожи на все остальные. Для создания каждого изделия художник создает образ изделия в мыслях, переносит на холст, и лишь потом кропотливая и долгая работа рождает неповторимые произведения искусства. Ну, вдохновение просто так не приходит. Чтобы реализовать ту мысль, которая приходит, надо уметь рисовать, и все, что приходит в ум, надо, вот я все время сначала рисую, потом составляю композиции разные, и из них выбираю наиболее подходящие мне изделия. Поэтому иногда получается, что во время работы иногда некоторые вещи, которые задумка не получается, придется все время заново переделать, или каждый раз она по-другому себя ведет и показывает, поэтому соблюдая вот эту законность, иногда
трудно. В Таджикистане ювелирные украшения всегда были неотъемлемым атрибутом национального костюма. В качестве дополнительного декора использовали полудрагоценные камни, которые имели сакральный смысл. Так, например, сердолик по поверьям приносил покой и благоденствие, изобилие и радость. Кораллы, особенно почитаемые таджиками, сулили богатство и многодетность. В основном мы используем ювелирные поделочные камни, которые есть у нас в республике, их очень достаточно много. Лазурит очень, иногда из этих камней очень хорошие изделия получаются. Этот лазурит тоже популярен во всем мире. Месторождения у нас в Таджикистане, они такого небесно-голубого, синеватого цвета, и из них изделий получается, что любой формы этот камень позволяет себя работать с ним как угодно. Вот лазурит какую-то теплую энергетику дает. Иногда вот в древности они как бы использовали, делали из него амулеты и носили на уровне сердца. Мир ювелирного искусства Таджикистана широк и многогранен. И сегодня у ценителей этого промысла есть все шансы приобрести настоящие произведения больших мастеров, бережно сохраняющих народные традиции. Нигора Рахимова, Михру Джумаев, Рану Азизем, телевидение Таджикистан. Таджикистан, кроме своего культурного наследия, богат своей флорой и фауной. В горах нашей страны можно встретить одного из самых редких и самых загадочных животных – снежного барса. Он занесен в таджикскую, а также международную красную книгу. Об этом грациозном хищнике расскажет Зумрат Фазиева. Снежный барс считается одним из самых загадочных и самых высокогорных животных семейства кошачьих. Другие его названия – ирбис, снежный кот, горный леопард. В Таджикистане его называют озодапаланг. В горах Памира это грациозное животное называют хозяином гор. Считается, что из всех стран Центральной Азии снежный барс больше всего встречается в Таджикистане. Он занесен в таджикскую и международную красную книгу. Вокруг снежного барса существует много легенд и сказок. В народе говорят, если будешь охотиться на барса и убьешь его, то непременно в семье того человека случится неприятность. Снежный барс олицетворяет собой величественный загадочный мир гор Таджикистана. Этот грозный и благородный хищник из семейства кошачьих – постоянный обитатель высокогорных мест. В Таджикистане принимаются меры по сохранению популяции снежного барса. Как хищник, снежный барс никогда не нападает на человека. Мех барса настолько теплый и густой, что великолепно защищает животного в суровых условиях. Лапы мягкие и длинные, они не проваливаются в снег, и это позволяет животному удачно охотиться. Прыжок во время охоты может достигать до 6 метров в длину и 3 метров в высоту. Самцы снежного барса обычно крупнее, массивнее, крепче своих соплеменниц. Взрослые самцы весят от 65 до 75 килограммов. Длина тела до 2,5 метров. Зрение у ирбиса хорошо развитое, острое. Отличительная особенность по сравнению с другими крупными кошками – конечности снежного барса сравнительно короткие. Лапы снежного барса напоминают лапы рыси и благодаря особому строению ступни позволяют идти по глубокому снегу, не проваливаясь в него. Хвост очень длинный, превышает 3/4 длины тела, покрыт густой шерстью и поэтому кажется очень толстым. Служит балансиром при прыжках. Снежный барс ведет в основном одиночный образ жизни. Индивидуальный участок составляет около 160 квадратных километров. По словам специалистов, в Таджикистане обитает более 250 снежных барсов, в первую очередь на Памире. Незаконная охота, отсутствие потенциала по сохранению и снижению кормовой базы были определены в качестве угроз этому исчезающему виду в Таджикистане. Таджикистан, являясь инициатором Бишкекской декларации по сохранению снежного барса и членом глобальной программы по сохранению снежного барса, стремится объединить государства ареала снежного барса для того, чтобы сообща признать угрозы снежному барсу и принять на себя обязательства по скоординированным национальным и международным действиям.
Ведь снежный барс – это не опасный для человека красивый и благородный хищник, который нуждается в охране. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!